Медиация «Видеоуроки в помощь» – это просветительский проект Якутского республиканского центра медиации, поддержанный Фондом президентских грантов. Цель проекта – это популяризация и развитие медиации как досудебного мирного урегулирования конфликтов. Наибольшее развитие медиации в древнем мире получила в регионах с развитой торговлей. Историки находят корни современной медиации у финикийской цивилизации, в древнем Вавилоне. Широкое развитие медиация получила в Китае, в Японии. Еще в древнем Китае Конфуций призывал граждан использовать медиацию вместо того, чтобы идти в суд. Он рекомендовал сторонам спора встретиться в присутствии нейтрального миротворца, который поможет достичь соглашения. В Древней Руси с помощью посредников предпринимались попытки завершить миром княжеские ссоры, междоусобицы. Медиация широко применялась в разрешении международных споров. Эта услуга называлась по-разному: посредничество, ходатайство, предложение добрых услуг. О традиции примирения, существующей у народов Кавказа, Средней Азии, тоже говорят о многом. Они применимы и сегодня. В истории народа Саха мы также знаем много примеров посредничества. Например, примирение через старших членов семьи, старейшин рода, лучших людей, шаманов. Способы урегулирования конфликтов зависят от культурных ценностей и норм поведения, применимых в малом кругу и существующих в обществе. В конфликтной ситуации на поведение людей в первую очередь влияют обычаи и традиции, впитанные человеком с молоком матери, то есть знания и навыки, которые он получил через воспитание в семье и культуру народа. Как писал австрийский социолог и философ Альфред Шюс, для каждого человека элементами образа жизни становятся только те обычаи, по которым жили его отцы и деды. Российская Федерация – многонациональное и многоконфессиональное государство, где проживают представители более 190 национальностей, и у каждого народа были свои традиционные способы урегулирования конфликтов с помощью посредника. А сейчас послушаем рассказы о традициях примирения у разных народов. Традиции примирения у народа Саха очень богаты, и они идут с древнейших времен. Ну, например, в героическом эпосе «Лонко», который у нас стал шедевром нематериального культурного наследия человечества в 2005 году. Во всех жанрах и во всех сюжетах Лонко говорится о воинской чести и о воинском примирении между враждующими богатырями. Например, богатырь Аи – это положительный персонаж, который должен стать после богатырства родоначальником и создателем новой семьи. Он, прежде чем идти на поединок с врагом Абага, он всегда ему говорит: «Я иду на «вы». То есть кодекс воинской чести, когда этот персонаж должен обязательно к своему врагу идти, воевать, в здравом уме, не убивать спящего человека. То есть он сам готов к бою, поединку, и враг тоже должен быть готов к бою. То есть это очень честный бой. Богатырь Аи, он борется за честь своей семьи, за честь своего рода. Когда этот противник крадет его невесту или его сестру, он идет мстить за нее. Одной из главных идей Лонко является то, что это создание новой семьи, и он становится родоначальником. На этом его богатырство заканчивается. Он становится как бы героем, лидером, руководителем рода, человеком с достоинством, честью, который
должен защищать свой род и создавать новую семью. Даже есть такие случаи, когда он нападает на врага, но потом они примиряются. Это в каком-то смысле тактический ход со стороны богатыря. Они, которые применяют вот этот ход на время, а потом все равно он должен уничтожить своего врага, потому что это все-таки враг, который хочет разрушить его страну, его землю. Если прийти дальше в средние века, то в исторических преданиях и легендах тоже есть очень много примеров примирения. Для того, чтобы создать, опять-таки, крепкую семью, крепкий род, и для якута это было самое важное. Например, в легендах о знаменитом силаче и батурате, то есть воине Усалданского улуса, легендарном Маягатта Бетхара, которого известный родоначальник Тыгындархан, это уже средние века, хотел, чтобы он стал его зятем и стал его батуратом. Для этого он хотел его женить на своей дочери. И девушка ему сказала: если ты меня догонишь, то я за тебя выйду замуж. И при том, значит, они состязались в бегах, начиная с Чочур-Мурана до Кангаласских гор. Она была очень быстроногая девушка, но тем не менее Маягатта Бетхара был силач, богатырь, батурат. Он догнал ее, и они убежали. Тыгындархану пришлось смириться с тем, что дочка убежала вместе с этим богатырем, и он, для того, чтобы была создана хорошая семья, пошло хорошее потомство, он им выделил очень богатое наследство для своей любимой дочери. То есть здесь уже играет, при традиции примирения, играет вот именно практическая сторона дела, чтобы была хорошая семья и хорошее потомство. Но вот свадебный обряд якутов, который был жив до 20 века, то есть до Октябрьской революции, это был очень сложный обряд, он длился несколько лет, и при этом родители всегда, для того, чтобы было хорошее потомство, выдавали замуж своих красавиц, дочерей, невест богатых за жениха через реку. То есть люди, которые проживают в одной местности и пьют воду из одного водоема, они как бы становятся кровнородственными. И тогда поколение может быть даже не очень здоровым. При этом родители давали за невесты очень большое наследство. Не только скотом, там, скажем, конным скотом, рогатым скотом, но давали еще и рабов, которые прислуживали для этой невесты, раб, который смотрел за ее именным конем специально, девушка, которая ее одевает, тоже вот ей приданное шла. При этом еще полностью весь комплект одежды, посуды, украшений у богатых людей. До 25 килограммов было украшение, скажем, из серебра или из золота, вот очень, скажем, это в 18-19 веках. И это наследство давало девушке самостоятельность. Эта девушка, конечно, уже являлась созданием новой семьи, уже полноценной хозяйкой, самостоятельной, финансовым, во всяких отношениях. К чему все это я говорю? Потому что это была такая очень устно узаконенная традиция, где до 9 колена изучалась родословная генеалогия и девушки, и парни, чтобы рождались здоровые дети, здоровое потомство. И при этом, чтобы семья жила в достатке. Ну, у народа Саха всегда
одним из самых главных, я считаю, достоинств этого народа в традиции было гостеприимство. Потому что люди жили в Аласах очень далеко друг от друга, и когда приезжал любой гость, любой национальности, люди встречали его с большим радушием, как будто своих родственников. Подчевали, угощали. Но если еще приезжали родня или же знакомые, то они даже их отпускали и одаривали подарками. Я считаю, что это всегда давало якутскому народу выживать в очень суровых, тяжелых условиях. И эти традиции примирения якутский народ соблюдает до сих пор, в наше время. Мне бы хотелось поделиться с вами традициями примирения славянских народов. Я хочу вам рассказать о том, как дружили и мирились муж и жена. Традиция милования. Муж и жена выбирали один день недели, чаще всего это была шестица, то есть 6-й день, суббота. И в этот день они отправляли своих детей к родителям, либо на день, либо на ночь. И весь день проводили в традиции, которая называлась милование. Друг с другом они разговаривали о том, что их не устраивало в течение недели, и пытались прийти к соглашению и договориться, чтобы все условия их устраивали. Эта традиция позволяла сохранить взаимоуважение супругов, но позволяла каждому из супругов высказать свою точку зрения, свое мнение. Очень важно было, чтобы в течение недели, когда вот что-то происходило, какой-то конфликт, супруги старались сразу с плеча не рубить, не ругаться, а именно дождаться вот этого 6-го дня, так сказать, дня примирения, дня милования. В этот день они, конечно же, были ограничены временем, то есть у них несколько часов, либо ночь, либо день, когда вот обязательно они должны помириться. И это обязательно происходило, и муж и жена мирились, миловались, и тем самым укреплялась семья, укреплялась любовь между ними. Также в это же время вторая традиция – это ликование, то есть когда они помиловались и потом, занимались ликованием. Ликование – это не то значение, которое сейчас имеется у этого слова. Ликование – это когда супруги планировали на следующую неделю свои действия, свои какие-то новые идеи высказывали друг другу, и вот таким образом строили планы на следующую неделю. Это они ликовали. Еще одна традиция супругов славянских народов, я бы ее назвала так: гребень в мужских руках, лад и мир в семье. Мужчина гребнем расчесывал волосы своей жене. Тем самым он обретал такую некую обережную силу от ее волос. Волосы женщины обладают невероятной силой, магией, и когда мужчина причесывает свою супругу и расчесывал ей волосы, он словно наполнялся энергией, силой, и был способен просто на самые-самые высокие, невероятные поступки в своей жизни, и был готов к этому, потому что он знал и верил, что храним силой своей супруги, энергией своей супруги. И самое важное и самое ценное для супругов, я думаю, что это обряд божественной любви и боготворения. Это даже не сколько обряд, сколько мироощущение каждого из супругов, когда жена хвалит мужа, когда муж боготворит свою жену. И это почему называется боготворение? Потому что для каждого из супругов каждый из супругов олицетворяет своего мужа и жену как Бога, и все действия совершает как для Бога. Хвалит, преклоняется, восхищается. И вот эти слова, эти действия и это отношение супругов, оно помогает именно сохранять мир и лад, сохранять любовь и сохранять, укреплять семью. Очень важно, чтобы вот это восхваление каждый из супругов произносил не просто так и не в любой день, а в особые дни, в соответствии с биоритмами человека. И, например, ко дню рождения или ко дню именин, или в праздники народные.
Потому что когда такие слова, когда друг друга боготворят, произносятся именно в эмоциональном настрое, хорошем, положительном, то они имеют очень большую силу. А если же эти слова в повседневной жизни, они не имеют значения, и, скорее всего, они даже наносили вред, потому что развивали у человека гордыню. Поэтому очень важно желать человеку добра от всей души, любить человека искренне от всей души, и особенно своих близких, своего мужа и жену, и это очень важно. Если проводить параллель с современным миром, что можно вынести из этих обычаев? Я думаю, что не рубить сгоряча, не рубить с плеча, нужно все-таки в себе воспитывать терпимость, воспитывать в себе умение любить, умение принимать, умение хвалить и умение боготворить. Наверное, этому каждому стоит поучиться, и тогда будем жить в мире и согласии, особенно муж и жена. Мой отец, Платон Ламутский, очень кропотливо работал по изучению истории эвенского народа, как они создавались. И после него остался очень большой архив. Я опубликовал книгу «Нимкакич», поэму моего отца к столетию его рождения, юбилею. Я хочу рассказать отрывок из этой поэмы, где две племени примиряются. И вот тогда шло примирение двух племен, одинаковых по силе, одинаковых по образу жизни. И вот тогда делалось следующее. Дарились подарки, это не обязательно оленя, это могла быть пушнина, товары, которые они закупали. Главное здесь заключалось в том, чтобы организовать помолвку, женить одного представителя племени на девушке другого племени. И шло ожидание того, что у них в результате родится мальчик. Должен обязательно родиться мальчик. Если родился мальчик, то согласование именно состоялось. Вот. И этот мальчик должен был стать, когда ему исполнится совершеннолетним, когда он станет воином, он должен стать во главе этого союза двух племен. И вот тогда шло примирение этих двух племен. Вот такую притчу, такую сказку, такую легенду, может быть, я нашел в этой поэме «Нимкакич» у своего отца. У монгольского народа, если ссорится с семьей, то вопросы решает и старшее поколение. А если между младшими и старшими идет ссора, то младший просит прощения старшего. Еврейская традиция, нужно сказать, отличается от традиций других народов. Мы ведь привыкли что традиции складываются на протяжении жизни многих поколений людей, какие-то привычки, уклад жизни постепенно переходит в традицию. Традиция часто позволяет избежать многих споров, потому что в традиции есть такой основной закон, как галаха, который определяет поведение еврея на протяжении всей его жизни. И так вот, если, допустим, в семье часто могут возникнуть разногласия, как назвать ребенка, кто будет называть, мама или папа, когда там делать первую стрижку ребенку, то у евреев это все уже определено, что первого ребенка называет отец, второго мама, и так опять дальше в очередности папа, мама. Если возникают какие-то разногласия, то обычно идут к раввину, и он уже, как человек, изучивший священные книги и своей жизнью подтвердивший, что он выполняет все заповеди, законы Торы, решает разногласия. Если его компетенции недостаточно, то у евреев был свой суд
назывался Бейт-Дин, куда входили наиболее уважаемые сведущие люди, которые могли разрешить конфликт. И вот мы знаем наиболее, наверное, известного из царей Соломона благодаря его удивительной мудрости. Так, возможно, многие знают притчу о двух женщинах, которые не могли поделить между собой ребенка. Две женщины родили по ребенку, один умер, и обе претендовали на оставшегося малыша. Соломон сказал: надо разрубить ребенка и каждый дать половину. Одна женщина спокойно согласилась, а другая сказала: только не трогайте ребенка, отдайте его ей. И сразу всем стало ясно, кто настоящая мать. Соломону однажды один мудрец подарил кольцо, на котором было написано: «Все проходит». Он ему сказал: когда тебе будет плохо, тошно, посмотри на это кольцо, и оно тебя утешит. А когда тебе будет хорошо на душе, тоже посмотри на это кольцо. Однажды Соломону было настолько плохо, что он сорвал с руки кольцо, хотел его выбросить, и вдруг на обратной стороне кольца прочитал: и это проходит. Ну вот такие крылатые выражения, они и вошли уже в обиход фактически всех народов. Допустим, в Израиле, в религиозных поселениях часто даже нет суда. Вот есть раввин, который может решить спорные вопросы, или суд Бейт-Дин. Нет часто полиции. Или если она есть, то она в основном предназначена для того, чтобы защищать евреев от нападок извне. Религиозный человек, ну а часто даже и светский еврей, который выполняет заповеди, допустим, не все, обычно начинает свой день с того, что выполняет заповедь омовения рук. Дальше идут утренние молитвы. И так вот все по заведенному определенному кругу. Может даже показаться, что это такая косность. Все-таки на дворе 21 век, и жизнь кардинально людей изменилась. Но тем не менее, возможно, эта стабильность и позволила еврейскому народу сохранить свою идентичность, несмотря на 2000 лет изгнания. Люблю тебя, Хакасия моя, мощь гор и рек, великие поля. Здесь добрый люд всегда готов помочь, и ты найдешь приют, хоть и застанет ночь. Народ сибирский наш и весел, и богат, гостеприимен, смел, и люб он мне, как брат. Ну а леса у нас, шикарные леса, как в сказке бегают и белка, и лиса. Хакасия моя, ты родина моя, как счастлива, что родилась здесь я. Хакасия – это маленькая республика, находится на самом юге Сибири. Если посмотреть на карту, Хакасия расположилась в самом центре между Красноярским краем и Кемеровской областью. Площадь Хакасии небольшая, но на территории Хакасии проживает свыше 70 национальностей. Это потому что издревле хакасы – гостеприимный народ. Испокон веков, несмотря на различные войны и деление территорий, хакасы мирно уживались со всеми пришлыми людьми. А если и были какие-то недоразумения, то все решалось мирным путем на совете старейшин. От имени нашего этнического объединения хакасов мы всех жителей нашей большой страны поздравляем с этим замечательным праздником, Днем народного единства. И желаем вам жить в мире, в согласии и любви. С праздником, дорогие друзья! А Дагестан, мы знаем, это тот регион нашей страны, который исповедует в большей своей части религию ислам, мусульмане, и принципы ислама и мусульманства призывают к тому, чтобы люди относились друг к другу более снисходительными, прощали друг другу какие-либо недостатки или ошибки, и исходя из этого, чтобы мы шли друг другу на какие-либо уступки. Во все времена примиряющими сторонами служили это, конечно, в первую очередь старейшины. Почему? Потому что если говорить о народах Кавказа, в частности Дагестана, это огромное количество разных национальностей, народностей, и представители старейшины каждой национальности, народности выступают людьми стороной примирения в каких-либо конфликтных ситуациях.
Чтобы не было какого-то дальнейшего развития этим событиям, обязательно предпринимаются все усилия для примирения данной ситуации, для примирения обеих сторон конфликта. В Дагестане на это говорят делать маслиат. Маслиат имеется в виду примирение. Это такое слово, которое применяют все национальности, все народности, живущие в Дагестане. Поэтому все мы должны понимать то, что никоим образом нельзя ситуацию доводить до конфликтов, но если вдруг довели, нужно проконсультироваться у, так скажем, компетентных людей в решении данных вопросов, чтобы они в дальнейшем не усугублялись. Я призываю всех людей к миру, добра и к благополучию. В старину, если взять, конечно, были такие, да, кровные обиды и так далее. Чтобы таких кровных обид не было, в старину обменивались ремнями, пояс, да, поясом обменивались поясом. Что это означало? Пояс обменивались для того, чтобы стать родственниками. Да, вот, их дети, когда подрастут, они уже будут супругами, да, мужем и женой, с какой-либо стороны, там, девушка, парень и так далее, да. Вот. И таким образом искоренялась вообще, как сказать, ссора между кланом и так далее, вот, семьями, вот, чтобы такого не было. Вот, они становились родственниками, да. Это мужчины обменялись? Да, чисто мужчины. Как в национальном, да, вот, если дыгыл взять, там у женщин нет пояса, только у мужчин. У женщин она приталена идет, а у мужчин она полностью так, да, и чисто они идут ремнем. У буддистов преподносится хадык. Хадык это у нас, можно сказать, синий шарф, да, ну, синий, у нас идет 5 цветов. Синий, белый, зеленый, красный и желтый. Вот, 5 основных цветов называется. В основном преподносится, конечно, синий, преподносится, да, вот, чтобы не обидеть и так далее. Даже когда гость приходит, преподносится. И также с хадаком связано, получается, тоже невесту крадут и так далее. Вот. Раньше в юртах, когда жили, да, вот, приходили домой и смотрели вот так. Если на дверях висит хадак, значит уже у их дочери дома нет. Уже своровали таким образом. Через какое-то определенное время они приходили, уже ставили хадак и так далее. Вот. В семье главный кто? Мужчина. Патриархат, да? Если слово сказано, все молчат. Когда вот супруга наливает суп или что-нибудь, да, горячее, первым преподносит к своему мужу. В конфликтной ситуации в основном все молча происходит. Женщина молчит. В семье в основном это и гасит, конечно, мужчина. Ну, конечно, бывает, что женщина, да, слово скажет. Тоже бывает, конечно. Или самый старший в семье, это могут быть дедушки, бабушки, да. Если они слово сказали, хоть глава семьи, все молчат. Все, они перестают что-либо говорить, ссориться и так далее. Из рассказов наших участников мы поняли, что существуют разнообразные формы урегулирования конфликтов. Справедливо замечание о том, что многочисленные памятники права, эпосы народа, их пословицы и поговорки дают нам возможность полно, более-менее представить, какие органы, какими приемами и методами разрешали конфликты в древности. Поэтому может уже стоить обратить внимание на медиацию как на уже современный, конструктивный, мирный способ урегулирования конфликтов. В Республике Саха-Якутия медиация еще не пользуется спросом и интересом. На вопрос «почему?» у каждого человека найдется свой ответ. Однако понятно одно, что требуется некоторое время, поддержка властей, активность профессионального сообщества и правовое просвещение населения.